Ситуация, которая вызвала много вопросов. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что так яро обсуждают в интернете. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Кыргызстанские военные не будут принимать участие в совместных учениях ОДКБ «Рубеж-2022» в Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Кыргызской Республики. В ведомстве уточнили, что ранее воинский контингент Кыргызстана собирался участвовать в учениях ОДКБ в Таджикистане, но не конкретизировали, в связи с чем Кыргызстан отказался от участия. Ранее мы планировали участвовать в совместных военных учениях ОДКБ «Рубеж-2022», но сейчас приняли решение об отказе. Это позиция Кыргызстана, ответили в ведомстве. Несколько дней назад сообщалось, что контингент стран ОДКБ примет участие в совместных учениях «Рубеж-2022» в Таджикистане, к которым привлекут воинские подразделения стран Центральноазиатского региона. Общее число участников составляет около 1000 человек и более 300 единиц военной техники, включая самолеты, вертолеты и БПЛА. 10 октября стало известно, что Кыргызстан заявил об отказе проводить на своей территории учения ОДКБ. В распространенной Министерством обороны информации говорится, что принято решение об отмене командно-штабного обучения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2022», проведение которого было запланировано на территории Кыргызской республики в октябре 2022 года. В созданную в 1992 году Организацию договора о коллективной безопасности входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Как вы относитесь к такому решению Кыргызской республики? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А вот заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской республики Эдиль Байсалов прокомментировал российскому изданию РИА Новости отказ Кыргызстана в проведении учений ОДКБ. По его словам, Кыргызстан решил воздержаться от учений в связи с недавним вооруженным конфликтом на кыргызско-таджикской границе. При этом чиновник отметил, что у Кыргызстана абсолютно нерушимое членство в ОДКБ. У нас абсолютно нерушимое членство в ОДКБ. У нас никаких проблем в отношении с этой организацией нет. С мандатом, с миссией, уставом. Но, конечно же, в свете недавних событий не остыла кровь. Ситуация сложилась таким образом, что общественное мнение Кыргызстана не будет приветствовать, чтобы те же самые элементы вооруженных частей наших таджикских соседей присутствовали на этих учениях, сказал Байсалов. Также замглавы Кабмина добавил, что обеспокоен неправильной интерпретацией некоторых граждан относительно отказа Кыргызстана в проведении учений ОДКБ. А без них, Таджикистана, так не получается, что вот вы не приезжаете, а казахи, русские и белорусы, вы приедете. Такого не бывает, поэтому пришлось отменить и участие, и есть абсолютное понимание во всех столицах ОДКБ. Тем не менее, мы обеспокоены тем, что это неправильно интерпретируется, и спекуляции совсем безответственны по этому поводу, заключил Эдиль Байсалов. Как вы считаете, это правильное решение? Ведь действительно, после конфликта на границе участие вооруженных сил двух стран может вызвать как минимум неприятные ощущения. Свое мнение напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.